нам едет министр регионального развития России Игорь Слюняев. Подробнее о визите говорили на совещании у главы республики. Дары главы. Подарочные экспонаты из резиденции Юнусбека Евкурова перейдут в музей краеведения. Пушки со снежным прицелом. На горнолыжном курорте Арымхи установили снегогенераторные аппараты. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Сегодня глава Ингушетии принял жителя Алиюрта Султанмажида Нальгиева, который занимается духовно-нравственным просвещением молодежи. Обращаясь к уважаемому старейшине, Юнусбек Евкуров отметил его выступление по телевидению. По словам главы Ингушетии, его слова помогают подрастающему поколению найти правильный жизненный ориентир. Султанмажид Нальгиев, в свою очередь, добавил, что всегда готов делиться с молодежью знаниями. Также старейшина считает, что особое внимание нужно уделять изучению ингушского языка. А ранее на совещании у главы республики обсуждалась подготовка к визиту в Ингушетию министра регионального развития России Игоря Слюняева. В рамках рабочей поездки глава Минрегиона посетит строящиеся и запланированные к строительству социально значимые объекты по линии ФЦП. Предполагается также, что министр ознакомится с ходом возведения городка для жителей поздневой зоны в юго-западной части Малгобека. Побывает в одной из школ, которая работает в режиме трехсменки, а также осмотрит несколько площадок по строительству объектов здравоохранения и социальной инфраструктуры. Итоги рабочего визита подведут на совещании с руководством республики в Магасе. Ну вот, кстати, о трехсменке. Этот режим обучения можно оправдать лишь уровнем демографической ситуации в регионе. А здесь Ингушетия выполняет с лихвой план федерального центра. А что касается мер, то действуем ударно, строительством. О том, где и в какие сроки появятся новые школы, расскажет Милана Хашагульгова. В этой школе, по словам учителей, нет элементарных условий для обучения детей. Сами учителя не первый год красят и приводят в порядок неприспособленное помещение для школы. Несмотря на это, здесь учатся 85 учеников в 2 смены. Всего 7 учебных кабинетов. Можно сказать, в скором времени многолетние проблемы коллектива школы разрешатся. В Алкуне в конце 2013 года начато строительство новой школы. Завершены земляные работы и строители приступили к нулевому циклу. Фундамент будет столбчатого типа, что придаст зданию сейсмоустойчивость. Школа рассчитана на 200 ученических мест. В здании будут спортивный зал, большой пищевой блок, библиотека, читальные и актовые залы и светлые просторные кабинеты. Мы работаем в стесненных условиях, это раз. И поэтому с построением новой школы все наши проблемы, наверное, уйдут сразу. Поэтому для нас построение новой школы это значит огромное, вот это, я не знаю, словами не выразить, что мы ждем от этой новой школы. Вторая школа в Орджоникидзевском расположена в здании, построенном в конце 18 столетия генералом Слепцовым под конюшню, а в 1924 году было реконструировано под школу. Сейчас здесь обучается 740 учеников в 3 смены, и из-за нехватки посадочных мест учителям приходится проводить занятия в коридорах в 3 смены. Совсем скоро проблема будет решена. Здесь же во дворе построена современная трехэтажная гимназия, рассчитанная на 420 мест. Строительство было начато в 2010 году. Она соответствует всем нормам: широкие коридоры, светлые кабинеты, просторные спортивные и актовые залы. Большие проблемы в данной школе. Нет условий заниматься. По мере возможности техперсонал, педагогический состав, в мере возможности стараются приводить порядок, но все-таки это нужно тоже силы и терпения. В Далакове строится новая общеобразовательная школа в рамках федеральной целевой программы «Юг России». Учебное заведение рассчитано на 540 ученических мест. К строительству социально значимого объекта приступили в октябре 2012 года. Учебное заведение будет соответствовать всем современным требованиям. Предусмотрены залы для занятий по тяжелой атлетике, боксерских секций, спортзал и стадион, оснащенный современным спортинвентарем. На сегодняшний день на объекте трудится свыше 70 рабочих, 15 машин тяжелой техники. Условия здесь будут хорошие. На каждом этаже санузлы, в подвальном помещении тоже, душевые, столовая большая, актовый зал, спортзал, стадион, и благоустройство хорошее будет. Ну, все здесь качественно будет. Строительство новой школы позволит ликвидировать в Далаково проблему трехсменки. В действующей старой школе, рассчитанной на 320 учеников, учатся около 700 учащихся в 2 смены и 3-я подвесная смена, подготовительные группы. Такая система образования, конечно, не может не сказаться на качестве образования, считает директор школы. Очень сильно
влияет на образовательный процесс, потому что вывешен дополнительный график дополнительных занятий, нет возможности проводить их. Надо дожидаться уже поздно, вечером или же между сменами. Это очень неудобно и для учащихся, и для учителей. Проблема трехсменного образования в республике решается ускоренными темпами и в ближайшие годы будет ликвидирована полностью в рамках реализации дорожной карты. Милана Хашигульгова, Муса Хамхоев, Новости 24. Платить или не платить? Вопрос уже давно не риторический. Однозначно платить и как можно быстрее. Тема возмещения за потребленные энерго- и газоресурсы продолжает лидировать по актуальности среди населения. К концу этого месяца услуги ЖКХ в республике должны быть оплачены на 100%. И этот план газовики и энергетики намерены довести до конца, а точнее до копейки. Фатима Кариева подробнее о мерах воздействия и результатах сбора. Вопрос оплаты потребляемого газа стоит в республике очень остро. Задолженность жителей Ингушетии составляет в общей сложности более 2 миллиардов рублей. Для того, чтобы заставить должников оплачивать счета, принимаются всевозможные меры. Ежедневно газовики проводят рейды, а сам процесс оплаты коммунальных услуг стараются сделать более удобным. Сегодня оплатить за потребленный газ можно через терминалы сотовой связи, через федеральную почтовую связь, также через терминалы, которые установлены нами в абонентских участках, и ряд других терминалов коммерческих банков. Кроме того, в Ингушетии сейчас у нас реализуется пилотный проект. Созданы мобильные группы из числа наших сотрудников и представителей муниципального образования. Эти группы на специальных автомобилях, оснащенных передвижными терминалами, осуществляют подворный обход населения по сборам платежей и погашению текущей задолженности. Активно идет работа по взысканию задолженностей сотрудников бюджетной сферы. Проводится также активная работа по взысканию задолженностей сотрудников министерств и ведомств. Нами составляются списки сотрудников. Эти списки сотрудников мы передаем правительству и министерству ведомства, по которым руководством этих министерств и ведомств принимаются решения для того, чтобы их сотрудники погашали задолженность за потребленный газ. Работа хоть и принесла свои результаты, однако платежная дисциплина все еще хромает. Есть немало потребителей, которые расходуют большие объемы газа на отапливание 2, а то и 3-этажных особняков. Их долги за газ весьма значительны. В отношении них принимаются крайние меры. Это так называемые жители, у которых имеются большие домовладения, которые накапливали эти платежи, долги годами. На сегодняшний день по ним у нас проводятся судебные расследования, составляются материалы, передаются в суд для взыскания задолженности. В республике в последнее время участились случаи, когда те, кто попал в списки должников, утверждают, что сумма их задолженностей не верны. Чтобы такого не произошло, нужно периодически сверять лицевые счета в абонентских участках. Для того, чтобы не возникали разногласия, мы призываем и население, и абонентов не реже одного раза в квартал приходить в абонентскую службу, сверять свои лицевые счета, выявлять корректное или некорректное начисление. Мы идем навстречу, мы проверяем, смотрим, и в случае некорректного начисления мы производим корректировку, и впоследствии абоненты уже получают точную картину и сверяются по своим лицевым счетам абонентских участков. Число потребителей газа растет, поэтому, чтобы заплатить за него, нередко приходится стоять в очереди. Газовая служба призывает всех относиться к этому с пониманием и обещает корректное и уважительное отношение к посетителям. В силу возможностей мы стараемся их обслуживать корректно, грамотно, чтобы не было нареканий. Недавно были некоторые нюансы, там были жалобы по операторам, которые некорректно отнеслись. Поэтому приняты конкретные меры, проведена беседа. И в ближайшее время нам планируется проведение аттестации этих работников. И неугодные, которые некорректно относятся к абонентам, мы от них будем избавляться. По накопившимся долгам обязательно придется платить, тем более, что от платежной дисциплины зависит стабильность поставок топлива. Снизить расходы позволяет установка счетчиков. Их показания необходимо подавать до 10 числа каждого месяца. Фатима Кариева, Ахмед Беков, Новости 24.
Вопросы сбора коммунальных платежей, как показала практика, требуют комплексного подхода. В целом, граждане после наглядных отключений и предостережений начали проявлять потребительскую сознательность, но есть и более стойкие. Для коммунальной борьбы с такими абонентами создаются оперативные штабы, как, например, в Новом Реданте. С утра сотрудники компетентных органов разрабатывают план охвата, а в течение дня, так сказать, атакуют злостных неплательщиков. Все подробности у Магомеда Асканова. С самого утра в администрации сельского поселения Новый Редант необычно многолюдно. Работники районной администрации вместе с сотрудниками газовой службы, водоканала и энергетиками обсуждают детали будущего рейда по домам злостных неплательщиков. В Новом Реданте почти 600 дворов. Здесь живет больше 5000 человек. В сельском поселении нет ни одного дома, где не было бы газа, света или воды. Но платить за эти ресурсы многие не спешат. Ранее нами уведомлены эти абоненты, что будут они отключены. Да? Поэтому, если они не оплатили, будут приняты в отношении их в крайней мере. То есть будем отключать их от сетей. Некоторые жители жалуются, что у них нет денег, чтобы платить за коммунальные услуги. У Ахмеда Ташхоева по сравнению с другими жителями Нового Реданта задолженность небольшая – 11 000 рублей. Однако он недоумевает, почему им не выдают субсидии, как малоимущим. Помогло, когда субсидии давали. Остановили субсидии. Сейчас у людей возможность меньше. Дело в том, что когда населению предлагалось оформить документы на субсидии, как малоимущим, чтобы свести к минимуму коммунальные платежи, многие не спешили сдавать бумаги. По словам районных властей, они использовали всевозможные методы, чтобы призвать людей сдать документы на оформление. Учителя даже писали детям в дневниках напоминания для родителей. Многим давали возможность платить за коммунальные услуги поэтапно. Однако и это не принесло больших результатов. Хозяева этого дома сначала не собирались выходить к участникам рейда. Однако именно эта семья первая в списке злостных неплательщиков по Новому Реданту. Только за потребленный газ они задолжали 250 000 рублей. Ранее за долги им уже отрезали газ, но они самовольно подключились к центральному газопроводу. В конце концов, хозяйка дома все же вышла, и ей снова пришлось расписываться в акте о подключении газа. Многодетная мать уверяет, что у них нет денег кормить семью, но расплатиться за потребленные энергоресурсы все же обещает. Потихонечку отдаем мы деньги. Потихоньку, да? Да. Сколько примерно в месяц вы отдаете вот здесь? 1000-2000, вот так вот. Как можем, мы же кушать должны. В некоторых домах в этом селе уже установили газовые счетчики, и многие еще стоят в очереди, так как газовые службы не успевают обслуживать абонентов. У Алихана, жителя Нового Реданта, счетчик уже есть, он купил его сам. Теперь он точно знает, сколько газа потребляют в их семье и сколько нужно заплатить. Особенно это выгодно для крупных предприятий. По нашей просьбе районные власти поехали на местные птицефабрики. У фермера Ахмеда Магушкова долгов по ЖКХ нет. Однако из-за отсутствия приборов учета непонятно, сколько энергоресурсов потребляется на его предприятии и за что он платит. Хозяину фермы выписали предупреждение и дали небольшую отсрочку для установки счетчиков. А на этой птицеферме ситуация лучше. Здесь стоят приборы учета газа и электричества. Но без замечаний все же не обошлось. Правда, касались они техники безопасности. В помещениях для охраны установлены кустарные газовые приборы для отопления. Далее рейды продолжились по должникам за электричество. К примеру, в этом доме платить за свет отвыкли совсем, говорят энергетики. Оплата у него была в 2010 году, 23 мая, 100 рублей. С этого момента он ни рубля не платил. Таким должникам после нескольких предупреждений электричество отключают. Магомед Асканов, Ахмед Парчиев, Новости 24. Здесь каждый экспонат прежде всего отражение личностного отношения. Речь идет о музее резиденции Юнусбека Евкурова. Каждый подарок в прямом смысле президентский, а потому должен служить на радость народу, уверен глава региона. Вот и принял решение сдать часть реликвий на всеобщее обозрение. Экспертом выступил директор Музея краеведения Ингушетии. Подробности у Хавы Султыговой. Музей в резиденции главы республики создан недавно и уже полон экспонатов. Для того, чтобы это великолепие смог увидеть каждый желающий, глава республики дал указание директору краеведческого музея Магомеду Сагову отобрать наиболее интересные предметы для выставки в музее имени Тугана Мальсагова. Главой республики поручено нам отобрать экспонаты из его коллекции. Это дары главе республики, герою Российской Федерации. И экспонаты, которые будут очень интересны для нашей экспозиции, главой республики переданы нашему музею.
На хранение в музей Юнусбек Евкуров передал и подарок, который недавно привезла азербайджанская делегация с приветствием от президента Ильхама Алиева. Все ценности, подаренные ему, глава республики передает в музей как память, ведь каждый подарок – это часть истории. После каждой поездки нашего главы или после приезда гостей в нашу республику музей пополняется подарками. И думаю, что будет еще пополняться и расти. На стеллажах представлены экспонаты старины, современной истории и достижений в спорте, медали в честь 200-летия Отечественной войны, золото сарматов Архангельска и картина Айвазовского. Также много символов государственности. Выставленные предметы представляют не только большую материальную ценность, но и являются эксклюзивными. Одними из таких подарков является титульный чемпионский пояс от М1 Global за вклад в развитие смешанных единоборств в Республике Ингушетия. А особенно Юнусбеку Евкурову понравился подарок 13-летней девочки. Это колокольчики ручной работы, которые она подарила ему при встрече. Магомед Сагов прошел по всем стеллажам и отобрал будущие экспонаты для музея краеведения. И в скором времени все желающие смогут увидеть их на выставке. Хава Султыкова, Тимур Карахоев, Новости 24. У природы, может, и нет плохой погоды, но если речь идет о горнолыжном курорте, то снег здесь главная благодать. Чтобы не зависеть от метеосводок, это природное явление надо приручить, что и сделали в Арымхи. Установили снегогенераторные аппараты. Белое покрытие теперь под контролем, и аномально теплая погода будет лишь приятным дополнением к лыжне. Добавлю, что активный зимний отдых в уникальном Джейрахском районе стал возможным благодаря реализации масштабного проекта создания сети курортов в СКФО. Руслан Албагачиев среди отдохнувших. Горнолыжная трасса в Арымхи начинает привлекать туристов и любителей горного экстрима. Особенно востребована она оказалась в новогодние каникулы. Сейчас по ней могут прокатиться не только лыжники, но и сноубордисты. Здесь же можно проводить соревнования, попробовать свои силы могут и новички. Это непередаваемые впечатления не только от великолепия этой природы, но и также от ощущения при спуске на лыжах. Я здесь отдыхаю уже 3 дня. Здесь просто великолепная природа, постоянно снег. Сообщила всем своим друзьям, должны приехать. Для того, чтобы не зависеть от капризов погоды, на всем протяжении лыжной трассы разместили установки для подачи искусственного снега. Действуют они так. На лыжном спуске построен бассейн, в который по специальной трубе, проложенной по ущелью, попадает родниковая вода. С помощью насосов вода попадает в так называемые ружья, установленные на спуске, которые преобразуют ее в снежные хлопья. Программное обеспечение установлено, запущено. Результат мы видим. В принципе, система снижения работает. Пришлось проложить новый водопровод 4,5 километра по ущелью Ляж. Ну вот, делаем снег, готовимся к потоку туристов, гостей, лыжников. Также готова к использованию и детская лыжная трасса. На ней установлен бэби-лифт, а для подачи искусственного снега имеется отдельная пушка. Каждый желающий может попробовать себя в таком нелегком виде спорта. Я уже 2 раза скатился по этому склону и получил огромный выплеск адреналина. А сейчас я это сделаю в 3-й раз. Арымхи открыли в начале 2013 года. Туристы, которые сюда приезжают, ценят не только возможность активного отдыха, но и возможность увидеть восхитительные пейзажи высокогорной Ингушетии с высоты почти 3000 метров. Идею создать в Джейрахском районе горный курорт в рамках проекта туристического кластера поддержал полпред президента СКФО Александр Хлопонин во время своего визита в Ингушетию в 2010 году. Впрочем, те, кто приезжает в Арымхи, ценят не только возможность прокатиться с ветерком по крутому склону и полюбоваться видами гор. Активный отдых многие совмещают с культурной программой, ведь рядом живая история, древние башни и храмы. Руслан Албагачиев, Муса Хамхоев, Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной ночи.